Никола Фуке, министр финансов в первые годы царствования Людовика XIV, был щедрым человеком, обожавшим блестящие балы, красивых женщин и поэзию. Еще он любил деньги, поскольку его образ жизни требовал расточительности. Фуке был умен и совершенно незаменим для короля. Так что, когда в 1661 году скончался первый министр Джулио Мазарини, министр финансов мог ожидать, что станет его преемником. Однако король решил упразднить пост министра финансов. По этому и другим признакам Фуке заподозрил, что выходит из фавора, и решил постараться заслужить милость короля, устроив самый пышный праздник из всех, когда-либо виденных миром. Формально торжеству посвящалось празднованию окончания строительства замка Фуке в Воле-Виконт, но истинной целью было воздать почести королю. На празднике собрались самые блестящие вельможи Европы и лучшие умы своего времени. Ла Фонтен, Ла Рошфуко, мадам де Савиньи. Мольер написал по этому случаю пьесу, в которой сам должен был играть на вечернем представлении. Праздник начался великолепным обедом из 7 перемен. Особое место заняли блюда восточной кухни, ранее неизвестные во Франции, а также необыкновенные кушанья, приготовленные специально для этого вечера. Обед сопровождался музыкой, написанной по заказу Фуке в честь короля. После обеда гостям предложили прогулку по саду. Цветники и фонтаны замка Воле-Виконт впоследствии послужили источником вдохновения при создании Версаля. Фуке лично сопровождал юного короля по геометрически выровненным аллеям, обрамленным живыми изгородями и цветочными клумбами. На берегу канала они любовались красочным фейерверком, а после этого была представлена пьеса Мольера. Праздник продолжался всю ночь, присутствующие единодушно называли его самым небывалым и удивительным. На другой день Фуке был арестован капитаном королевских мушкетеров Д'Артаньяном. 3 месяца спустя он предстал перед судом по обвинению в воровстве из государственной казны. В действительности, большая часть украденного им была взята из казны именем короля и с разрешения короля. Фуке был признан виновным и заключен в самую изолированную тюрьму Франции, расположенную высоко в Пиренейских горах, где и провел последние 20 лет жизни в одиночном заключении. Толкование. Людовик XIV, король солнца, был высокомерным и надменным человеком. Он всегда стремился быть центром внимания и не мог позволить кому-либо перещеголять его в роскоши, тем более собственному министру финансов. На смену Фуке Людовик поставил Жана-Батиста Кальбера, человека, известного своей скупостью и самыми тусклыми приемами в Париже. Кальбер удостоверился, что деньги идут из казны прямо в руки Людовика. На эти деньги Людовик выстроил дворец, даже более великолепный, чем замок Фуке, знаменитый Версальский дворец. Он пригласил тех же архитекторов, декораторов и садовников. В Версале Людовик устраивал празднества, по роскоши и блеску превосходившие тот, за какой Фуке заплатил свободой.